Здравствуйте, это информационная программа «Сегодня», в студии Георгий Плеев. Все важные события к этому часу в материалах корреспондентов телеканала АИР. И вот о чем мы сегодня расскажем. Республика готовится к празднованию Дня Республики. Уже утвержден план мероприятий. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники санитарной службы республики. Слова благодарности и добрые пожелания в их адрес прозвучали от высшего руководства страны. Издана книга историка Юрия Гаглойта «Нарты и Аланы». Научные труды известного астинского ученого теперь доступны для читателя. Сегодня президент Анатолий Бибилов поздравил работников санитарно-эпидемиологической службы с их профессиональным днем. Главой государства были вручены государственные награды. Анатолий Бибилов выразил слова благодарности санитарно-эпидемиологической службе. Подробнее Эльвира Тибилова. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы. Этот праздник посвящен людям, которые посвятили свою деятельность борьбе с эпидемиями и профилактике заболеваний, обеспечению условий жизни, труда и отдыха населения. С профессиональным праздником работников санитарии поздравил глава государства. Из числа тех людей, которые заботятся о здоровье нации, о здоровье народа Южной Осетии. Я вас искренне поздравляю, 10 лет это такой возраст по историческим меркам, абсолютный миг по большому счету. Но если учесть, что повседневная работа, и это, в принципе, на самом деле тяжелая работа, которую вы проводите, 10 лет довольно-таки серьезный срок. И исходя из того, что не 10 лет как бы в целом работает ваше ведомство, а 95 лет, тогда это получается, что довольно-таки серьезный срок и серьезная работа, которую проводили и тогда, и которую проводите вы сейчас, сегодня тоже. Хочу поздравить и поблагодарить за ваш труд, поблагодарить за ваши отношения. Для работников этой сферы в текущем году эта дата стала тройным торжеством. Помимо праздничной даты, сотрудники также отмечают 95-летие со дня образования службы и 10-летний юбилей со дня создания ведомства в Южной Осетии. Глава государства отметил хорошую работу службы. Указом президента главе ведомства Марине Кочиевой было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Южная Осетия» государства Алании. Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Южная Осетия» государства Алании удостоилась и ветеран службы Замира Келихсаева, рабочий стаж которой составляет 45 лет. Ряд сотрудников ведомства были поощрены медалью во знаменование 25-летия республики, почетными грамотами и благодарственными письмами. Главный санитарный врач республики Марина Кочева также поощрила сотрудников ведомства грамотами и благодарственными письмами. Марина Кочева также выразила главе государства слова благодарности за внимание и поддержку. Действительно, я их называю десантурой. Это люди, коллеги. Да, коллеги. Это десант, это такие отчаянные люди, профессионалы, порядочные, достойные. Сегодня на самом деле заслуживают внимания все, начиная от охранника и заканчивая начальниками всех отделов. Да, и я уверена, что то, что вы сегодня первый раз пришли к нам как президент, это хорошее знамение, это говорит о том, что мы с вами будем очень тесно общаться, что вы нам доверяете, и таких встреч у нас еще будет много. В качестве жеста благодарности президенту преподнесли подарок – статуэтку Архангела Михаила. Эльвира Тибилова, Азиз Багаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». Нарты и Аланы Юрия Гаглойта – лучшие доказательства права осетин на свою историю. Цитирую слова президента Анатолия Бибилова.
Глава государства передал профессору Юрию Гаглойта тираж его книги «Нарты и Аланы». Издана книга при всесторонней поддержке Анатолия Бибелова. В издание включены научные труды историка, касающиеся вопросов нартского эпоса, этнического названия Аланы и проблемных вопросов этногенеза осетин. Подробнее в следующем репортаже. Поздравляя ученого с выходом в свет книги, Анатолий Бибилов отметил, что Гаглойта всегда бывает на передовых рубежах защиты нашего исторического наследия, будь то ответы на притязания на аланское наследие или попытки грузинской научной общественности лишить своей идентичности осетинский народ. Udun menavolna maaşı çiğnedi boşedeste steymalın birakosu teykeşikoste nucider ravatçastan tengvazı ceneste keyzağına evlevne historik yerime уже верно хороший tengvazı cen kısıteste ne historikten tengvazı cen kısıteste ahırgentten ama ve çegen şederikler yerin شویه سپورتا آوانتا چیسته نارتا چیسته نفدلتا چی بدسته کی فدلتا دست آوانتا ادونم بیرتا هاشچینه держав بتسرجست. Президент выразил уверенность, что после выхода в свет издания оно будет пользоваться популярностью. Siz bunu вчора небом кайсис. Ярошен Stejmen hemma fyller toxis gonu, och hemma daj mognam kejs, mogen kusete cioroze. Stej chmeteg vzagolna, fela imina nauči vzagol. Stej rmest ofta žurgiena, fela jachi historičitý faktu čibette, och kusete menu šterbuzne. Šterbuzne mene i svačinek. Президент отметил готовность поддержать изыскания и других научных деятелей Южной Осетии. Юрий Гаглойта со своей стороны поблагодарил президента за издание. Презентация «Нарты и Аланы» состоится в Схинвале в ближайшее время. Елена Газаева, Регина Черткоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня указом президента государства Алания от должности председателя Комитета экологического, технологического и строительного надзора освобожден Техов Сулико Дмитриевич. Следующим указом главы государства на эту должность назначена Газаева Алена Витальевна. 20 сентября – День независимости Южной Осетии. История праздника 20 сентября своими корнями уходит в 1990 год, когда Совет народных депутатов первого созыва сделал первые шаги на пути к свободе. Как республика проведет этот грандиозный день, в материале моей коллеги Зарасы Кулзаевой. 20 сентября в 1990 году депутаты провозгласили образование Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. То есть Южная Осетия, ранее автономная область в составе Грузинской ССР, повысила статус до республики. В этом году праздничные мероприятия, посвященные этой дате, начнутся 19 сентября. Мы начинаем свои торжества 19 сентября в день государственного флага Республики Южная Осетия. В 11 часов на Театральной площади, на самой главной площади нашей республики, пройдет группа молодых ребят. Это чемпионы Европы и мира, это лауреаты премии «Лазурная волна», это отличники боевой и политической подготовки, это отличники учебы. Это люди, которые своим трудом превозносят нашу республику, приумножают его богатство. Они пронесут государственный флаг Республики Южная Осетия, и начнется акция «Споемте гимн вместе». Всех, кому дорога Осетия, всех, кому дороги слова из гимна Республики Южная Осетия, мы бы хотели видеть рядом с нами, на площади, где будет петь и стар, и млад государственный гимн Республики Южная Осетия. Начало этой акции в 11 часов. Вслед за этой акцией в 12 часов начинается общенациональный диктант по государственным символам Республики Южная Осетия. В одной из школ
а точнее в школе номер 6, пройдет написание этого диктанта. Диктант будет писаться на двух языках, на русском и на осетинском. Добро пожаловать всем, кто хочет показать уровень своих знаний и по родному языку, и по родному русскому языку. Я бы хотела вас всех пригласить. Для этого вам нужно иметь приглашение. Приглашение мы будем раздавать на площади после акций «Споемте гимн вместе». 19 сентября состоится презентация книги первого президента Южной Осетии Людвига Чибирова. Она пройдет в зале заседаний парламента. Книга, которая вышла в свет и над которой Людвиг Чибиров работал не один год, написана о выдающемся представителе осетинского народа, о творчестве художника Григория Кутаева. В этот же день состоится выставка работ народного художника Григория Кутаева. Она пройдет в фойе хореографического зала. В 16 часов в библиотеке имени Анахарсиса состоится презентация еще одной книги, научный труд Юрия Дицойта «Вопросы осетинской филологии». 19 сентября пройдут концерты как в столице республики, так и в Ленингорском районе. Праздничная программа на 20 сентября не менее насыщена. В первую очередь в этот день на центральной площади столицы пройдет военный парад. Уважаемые горожане и гости города, это больше обращение к вам, потому что обычно у нас на демонстрацию выходит и старый млад. И мы приглашаем гостей города вместе с нами на площади пройти вот строем под гимны, под марши, под музыку наших композиторов. И наша демонстрация трудящихся называется «Эскусен Фиденей Мазорек». По традиции будет массовое гуляние в селении Хитагурово на большом этнографическом празднике наследия предков. Там же состоится выставка открытия Цхинвальского Арбата. Праздник завершится концертом с участием ансамбля «Симты» и ансамбля песни и пляски Нацгвардии России, который пройдет на площадке Дворца спорта «Олимп». После этого мы ждем вас всех вечером во дворце спорткомплекса «Олимп», вернее, на территории комплекса «Олимп», где состоится большой праздничный концерт. Концерт состоит из двух отделений. Первое отделение, где своим новизной своего репертуара, своим профессионализмом делится и показывает вам наш государственный ансамбль «Симт», солисты, студенты музыкального училища, все, кто хочет свое творчество подарить вам, уважаемые сограждане, они будут там. А вот во втором отделении с большим праздничным концертом для вас, осетины, для вас, Осетия, выступает вот прославленный ансамбль песни и пляски, который приехал к нам. И для вас там ожидают сюрпризы в репертуаре выступления, в репертуаре этого ансамбля. Они специально для вас готовят программу, и я бы хотела и приглашаю всех вас прийти на этот концерт. Жителей республики в завершении ждет большой праздничный салют. Здравствуйте, Кузаева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия информирует, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 27-й годовщине Республики Южная Осетия, с 9 часов утра с 19 по 22 сентября временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией. Ко Дню Республики жители Южной Осетии ждут 5 выходных дней. День Республики Южная Осетия 20 сентября и Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября являются выходными днями, сообщает пресс-служба правительства республики. В связи с тем, что День признания независимости Республики Россия выпал на субботу, 26 августа, он перенесен на пятницу, 22 сентября, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что в Южной Осетии в сентябре будут отдыхать 5 дней подряд – 20, 21, 22, 23 и 24 числа. Гостей из Израиля сегодня приняли в ЮОГУ. В беседе со студентами и преподавателями они рассказывали о своей сегодняшней жизни в Израиле, делились радостными воспоминаниями о минувших днях в Цхинвале. Моя коллега Ирина Битьева расскажет подробнее. ЮОГУ принял у себя делегацию из Израиля. Гости встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом. Во время встречи гости рассказали о своей жизни в Цхинвале, где они жили, в какой школе учились. Лиана Даварашвили рассказала, что после миграции в Израиль с 2 детьми ей пришлось нелегко на новом месте. Но благодаря своим знаниям, которые она получила здесь, а впоследствии в Москве, она встала на ноги. Но все же все ее воспоминания связаны с Цхинвалом. Насколько, может быть, вы не поверите, но мне
фактически снится Цхинвале. И вы знаете, вот я просто удивлена. Я сама себе не верю. Я хожу вот около фарма, вот когда мы пошли. Я прямо воскликнула. У нас я говорю, вы не поверите, я это все видела во сне. Вот эти парки, что строятся, вот эти лестницы, что строятся. Я просто была в ужасе. Я говорю, как это я во сне могла все это видеть? А я видела во сне. Вот все эти перемены, все эти строительства, я во сне видела. Вы, я не знаю. Мзия Йосибашвили эмигрировала в Израиль относительно недавно, в середине 90-х годов. Она прекрасно говорит на осетинском языке. Работая в больнице медсестрой, ей не раз приходилось спасать вместе с врачами жизни людей. Но особенный случай, который ей запомнился на всю жизнь, не выходит у нее из памяти. В то время, когда она работала в больнице, к ним поступил 5-летний ребенок со страшными ожогами. Врачи признали свое бессилие, но Мзия Йосибашвили приготовила знаменитое в те годы лекарство от ожога, секрет приготовления которого было известно только жившим здесь евреям. Теперь она мечтает встретиться с этим ребенком. Просто на всису, маулиема, кашема свала бутальема, макудма свала уши, почти его уши свала в куту. Глава делегации Элеон Виленчик во время беседы рассказал интересные факты из истории с Цхинвалом. Евреи – одни из самых древних жителей столицы. И мало кому известно, что именно в Цхинвале начали писать Пятикнижие, священную книгу евреев. Элеон Виленчик рассказал еще много интересного. Наверное, систему образования в нашем городе, во всей Южной Осетии, заложил мой прадед, который приехал туда в 1996 году. Это по материнской линии, который был раввином, один из 100 самых великих раввинов в истории еврейского народа. В честь него строятся синагоги и выпускаются молки, и который был большим другом другого также великого человека, осетинского священнослужителя, на самом деле, Тураджиева. Их общение привело к тому, что в Южной Осетии было открыто первое педучилище. И оттуда пошло все образование. То есть я уже учился в педагогическом институте, прообразом которого являлось педучилище, я выучился уже в университете, прообразом которого являлся наш педагогический институт. Вы понимаете, тут связь поколений, как бы она здесь неоспорима. Мне очень приятно видеть. Далее гости продолжили общение с преподавателями ЮОГУ, встретились с ректором. Они уезжают из Южной Осетии с массой приятных впечатлений. Увидели места, где выросли, учились, работали, пообщались со знакомыми и провели много встреч. Они уезжают из Алании, но обязательно приедут снова, пообещал глава делегации Элеон Виленчик. Ирина Битева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня глава администрации Цхинвала Алан Кочиев встретился с директорами городских школ. Обсуждались вопросы оснащения школ необходимым оборудованием, а также качество учебно-воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях города. Подробности в материале нашего корреспондента Марианы Чучевой. Алан Кочиев отметил, что на педагогах лежит большая ответственность за подрастающее поколение. Важно, чтобы дети получали качественное образование. Должное внимание, по мнению мэра, необходимо уделить воспитательной работе в школах. Несколько дней назад ученики и педагоги одной из цхинвальских школ вместе с родителями поехали в поход. Место было выбрано интересное – бассейны в селе Дменис. Только по счастливой случайности удалось избежать несчастного случая. Сотрудники МВД спасли детей. Огромная благодарность тем людям, сотрудникам МВД, которые вовремя оказались в нужном месте и сразу среагировали. Ведь в первую очередь самым главным является здоровье и жизнь детей. Алан Кочиев отметил, что впредь, если такое повторится, все виновные будут жестко наказаны.
Нельзя допускать такого халатного обращения в отношении наших детей. Экскурсии и походы необходимо проводить. Дети должны знакомиться с достопримечательностями и культурой нашего народа. Но бассейн в селе Дменец не относится к таким местам, отметил Алан Кочиев. В ходе встречи директора школ обратили внимание градоначальника на необходимость установления перед образовательными учреждениями искусственных неровностей. Машины разгоняются, педагоги и родители в постоянном страхе за детей. Алан Кочиев отметил, что в планах администрации установить эти неровности перед всеми образовательными учреждениями республики. В ближайшее время к работам приступят соответствующие структуры городской администрации. У меня в этом году отремонтировано классов получилось меньше, потому что благодаря усилиям весенних работ у меня окна в старом здании поменены, так что в этом году отопительный сезон будет более ощутимый. Спасибо большое. Большая работа проделана. В большой школе трудно бывает увидеть какие-то маленькие, но очень добросовестно, очень вовремя и очень внимательно. Я благодарна. Педагоги задали мэру города немало вопросов, касающихся как образовательной сферы, так и городского хозяйства. Встреча получилась информативной, интересной, и в ее завершении Алан Кочиев отметил, что встречи в таком формате будут продолжаться. Марьяна Чочиева, Зарина Кочиева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Продолжается восстановление улиц столицы. На нескольких из них полным ходом идут работы. На многих уже завершены, и улицы полностью заасфальтированы. К концу года в эксплуатацию будут сданы более 10 улиц. Как идут работы на улице Кирова, в репортаже нашего корреспондента. В рамках инвестпрограммы на 2017 год наряду с другими улицами благоустраивается и улица Кирова. К строительству работники ГУП «Дорэкспострой» приступили месяц назад. Длина улицы составляет 350 метров. Вначале заменили подземные коммуникации, теперь прокладывают ливневые сети. В середине улицы мы провели специальную ливневую линию, а в обеих сторонах установили колодцы, чтобы дождевая вода стекала туда, а затем в основной магистрали, которая соединяется с ливневой сетью улицы Московская. Рабочие увеличили площадь и расширили тротуары, укладывают тротуарную плитку и бордюры. Раньше почти всю часть тротуара занимала зеленая зона, и по просьбе жителей работники уменьшили эту зону и увеличили ширину тротуара. Сегодня начали укладывать первый слой асфальта. Асфальт привозят из Заузского района. Данную улицу уже через несколько дней сдадут в эксплуатацию. После этого здесь поставят дорожные знаки и проведут разметки. И уже в ближайшее время и эта улица будет в числе благоустроенных. Анжела Кокоева, Сармат Кутитаев. Информационный выпуск сегодня. По заказу Министерства строительства Южной Осетии будет расчищена территория села Ерет, ныне Иракав. Впоследствии земли будут переданы в собственность Министерства сельского хозяйства. Подробности узнавала Алена Уттаева. В рамках инвестпрограммы социального развития Республики Южная Осетия в этом году предусмотрена расчистка территории Иракал, бывшего села Эрит. Строителям фирмы «Общество с ограниченной ответственностью «Шанс» удалось за 2 недели вычистить половину территории от строительного мусора и от разрушенных домов. Заказчиком является Министерство строительства Республики Южная Осетия. Дома вот, по численности, которые должны подлежать, значит, и фундамент, и уборка конструкций, это где-то 268 домов. И надземная часть где-то 163 дома уже убраны. Сейчас ведется работа по очистке вот уже снесенных вот этих построек, и идет уборка фундаментов под этих домов. Как только территория будет расчищена и выровнена, ГУП Управления капитального строительства Республики Южная Осетия передаст все земли в Министерство сельского хозяйства. Территория расчищается для того, чтобы эти земли обрабатывались жителями нашей республики. Валерий Кокоев отметил, что работа сложная и пыльная. Глубина фундамента многих разрушенных домов доходит до 3 и более метров. И они, вот такие бетонные глыбы, вы сами видели, сейчас какие там эти конструкции, да, их такой простой техникой не уберешь, потому что это здесь сложная техника нужна, чтобы она имела свою мощность, чтобы осилила вот разбивку вот этих конструкций. Так что подрядчик справляется со своей задачей. Мероприятия по расчистке территорий будут завершены к концу октября текущего года. Алена Уттаева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Сегодня со дня рождения одного из прославленных сынов Осетии Хаджи Умара Джуровича Мамсурова исполняется 114 лет.
Герой Советского Союза. Он мужественно сражался против фашизма за мир и спокойствие советского народа. О его жизни и заслугах перед Родиной расскажет Фатима Чочева. Заслуги Мамсурова перед своим народом, Родиной велики. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, получил звание Героя Советского Союза, награжден орденом Кутузова первой степени, Суворова второй степени, 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени. Именем Хаджи Умара Мамсурова названа улица в Цхинвале. Это улица имени Хаджи Умара Мамсурова. Очень красивая улица. Каждый ее житель счастлив, что так хорошо нам ее обустроили. Мы все прекрасно знаем историю подвигов этого великого человека и стараемся передать эту историю детям. Имя прославленного сына Осетии Хаджи Умара Мамсурова носит и средняя школа номер 5. Человек с большой буквы. Все знают, что Хемингуэй, замечательный писатель, написал, и именно прототипом его главного героя был Хаджи Умар Мамсуров. Это Ксанти. И сегодня я столько лет уже очень горда, что работаю в школе, которая носит высокое имя замечательного осетинского генерала. И хочу сказать большое спасибо тем художникам, которые изъявили желание и выполняют сегодня нашу просьбу, чтобы на стене нашего фасада школы номер 5 был огромный Мамсуров Хаджи Умар Джиорович. То есть генерал с регалиями, с орденами и прочее, чтобы каждый, кто проходил мимо этой школы, знал, чье имя носит эта школа и кто по-настоящему был достоин того, чтобы его имя было рядом с именем тех, которые наше печально известное кладбище. Улицы во Владикавказе, Грозном, Беслане носят имя Хаджи Умара Мамсурова. В селении Ольгинском правобережного района Северной Осетии, где родился и вырос Мамсуров, открыт мемориальный дом-музей. Здесь же во дворе средней школы установлен памятник. Хаджи Умар Мамсуров под псевдонимом полковник Сант участвовал и в гражданской войне в 1936-1939 годах в Испании. Там же нашему отважному соотечественнику был установлен памятник в Центральном парке города. Хаджи Умар Мамсуров был главным советником штаба республиканской армии Испании. Мамсуров стал прототипом героя романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Писатель встречался с ним в Мадриде и знал его под псевдонимом полковник Санте. Фатима Чочева, Алим Бетаев, информационный выпуск сегодня. Узнаем прогноз погоды на завтра, 16 сентября. В Знаурском районе завтра ясно. Днем температура воздуха плюс 30, ночью плюс 20. В Дзавском районе ясно. Днем 29 градусов тепла, ночью плюс 20. В городе Квайся ясно. Днем плюс 26, ночью 15 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии ясная погода. Днем плюс 28, ночью плюс 17. В Цхинвале также ясно. Днем плюс 30, ночью плюс 20. Это были все новости к этому часу. До свидания.